Жектек жалгау – личное окончание. Данное окончание присоединяется к существительным, имеющим отношение к людям. Также к глаголам может присоединяться или к прилагательным. Допустим, мен дәрігермін, я врач, мен отырмын, я сижу. Или мен ақылдымын, я умный. Местоимение мен, я, вариант окончания мын-мын, бын-бын или пын-пын. После гласных или сонорных «р» и краткое «л», «у», «м», «н» или «н» присоединяется к окончанию «мэн-мэн» в зависимости от твердости или мягкости гласного. Далее. После звонких согласных «зж» прибавляется окончание «бэн-бэн». После глухих или звонких «б», «в», «г», «д» окончание «пэн-пэн». Местоимение «сен» – «ты». В зависимости от твердости или мягкости корня присоединяется окончание «сэн» или «сэн». «Сэс» – «вы». Вариант окончания «сэс», «сэс». «Ол» – здесь нет окончания. «Ол» переводится «он» или «она». Далее местоимение «бэс» – «мы». После гласных или сонорных «р» и краткое «лу» окончание «мэс», «мэс». После звонких «зж» или сонорных «н», «н», «м» окончание «бэс», «бэс». После глухих согласных или звонких «б», «в», «г», «д» окончание «пэс», «пэс». Сендер – «вы». Это множественное число, простая форма. Вариант окончаний сендер или сындар. Также в зависимости от мягкости или твердости слова. Далее. Сыздер – «вы». Множественное число, уважительная форма. Вариант окончаний сыздар или сыздер. Олар – «они». Здесь нет окончаний. А если это существительное, то прибавляется множественное число. Ларлер, дардер или тартер. Давайте рассмотрим на примере слова «беренше». Первый или первое. Мен береншемен, сен береншесен, сез береншесес, ол беренше. Здесь начало и конец фразы складные, обратите внимание. Далее. Біз береншемес, сендер береншесендер, сіздер береншесіздер, олар беренше. Допустим, рассмотрим слово «отыр» твердое. Мен отырмын, сен отырсың, сіз отырсыз, ол отыр. Біз отырмыз, сендер отырсыңдар, сіздер отырсыздар, олар отыр. А теперь примеры фраз. Мен жақсы оқушымын, я хороший ученик. Сен кімсің, ты кто? Сіз қайдасыз, вы где? Біз мұғалімбіз, мы учителя. Сендер жақсы жігітсіңдер, вы хорошие парни.